Ефір АТР триває. Я Аліна Сидбулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Окупанти пригноблюють кримських татар у тюрмах. Як їх захистити? Росіяни тиснуть на адвокатів. Все тому, що ті захищають у псевдосудах кримських татар. Триває добір кандидатів на обмін полоненими, каже міністр Пристайко. Чи є в списку кримські татари? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру і говоритиме, що відбувається сьогодні в Верховній Раді. І з нами на зв'язку Володимир Воля, політолог. Вітаємо вас, пан Володимире. Доброго здоров'я. Говоритиме, що відбувається сьогодні в Верховній Раді. Ось народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка запитали, чи погрожував він журналістам за оприлюднення його переписки з Повією. Ось що він відповів. Давайте послухаємо разом. Як в ситуації, коли ви переписувалися з Повією у Верховній Раді, раптом вийшли винні журналісти? Дивіться, це не є факт. Є факт лише оприлюднення якоїсь картинки з мого телефону. Більше я нічого сказати не можу. Чому винні журналісти? Хіба ми не виконували свою роботу? Ми ще не завершили. Депутати поведінку свого колеги Яременка розцінюють по-різному. Давайте послухаємо думки нардепів. Я думаю, все-таки, що це більше із частини емоційності, тому що справді на нього сьогодні виливають дуже багато негативу. І як людину я розумію, співчуваю і співрозділяю, але тим не менше, як публічна особа, як політик, він знав, на що він йшов. І якщо погрожувати журналістам, то це шлях в нікуди. Не можна воювати з тими, хто робить свою роботу і робить її добре. Я вважаю, що всі народні депутати повинні пам'ятати, що Верховна Рада – це представницький орган, це державний орган, який представляє державу, в тому числі на міжнародному рівні, в тому числі є символом, можна так сказати, поведінки України, маркером поведінки України в цілому. І, безумовно, жоден народний депутат, мені здається, не мав би свою персональну відповідальність переносити на відповідальність інших, тим більше, якщо вона такою не є. Дякую. Хай фракція «Слуга народу» розбереться сама і скаже, яким чином вони його карають. А може вони взагалі його заохочення якесь йому зроблять? Може він молодець, може він не тільки там на себе працював, але і для колег. Може він і для колег якось там проводив роботу. Пан Володимире, як ви ставитеся до цього скандалу, який вже триває третю добу? Чи це вплине на імідж України? На імідж України це не вплине, а навпаки, певною мірою, якщо буде якийсь результат цього скандалу, то депутат подасть у відставку, якщо буде доведено провину. Але якщо говорити про міжнародну практику, то тут навіть можливі були варіанти, коли б сам депутат Яременко, не очікуючи результатів оцих всіх розслідувань, подав у відставку. Тобто зараз фактично йдеться, що якщо цей скандал не завершиться відставкою, то це можливо буде гірше, аніж з точки зору західних практик парламентських, взагалі скандалів, пов'язаних з представниками влади, чим якщо б Яременко залишився при своїх повноваженнях. Я думаю, що тут однозначний варіант складення повноважень. А ми також чули з трибуни Верховної Ради, Яременко казав про кримінальну відповідальність щодо журналістів. Що це взагалі, що хоче зробити влада журналістів? Я думаю, що це дійсно емоційна реакція. Швидше за все, як сказала депутат Верещук, тому що ситуація виявилася для самого депутата у кінцевому випадку шоковою. Тому що проблеми виявилися на всіх напрямах, і на домашньому, я так розумію, і у відносинах з колегами по фракції, і шквалу цієї критики звідусіль, від журналістів, опозиційних до влади фракцій, багато кого іншого. Тому, можливо, певний елемент емоційності, чималий елемент емоційності був. Але за великим рахунком погоджуюсь з тією ж Верещук, що емоції емоціями, але все ж таки публічні особи повинні все-таки мати витримку
дуже жорстку, таку сильну емоційну, і не переходити певні межі, якщо навіть їх дратують, провокують умисно, можливо, навіть на якісь реакції. Тому я думаю, що це неприпустимо погрожувати журналістам. Журналісти нічого злочинного не зробили. Вони там сиділи в тій раді, як завжди, фотографували щось. І тут немає підстав для того, щоб говорити, що журналісти вчинили кримінальний злочин. Пан Володимире, як ви гадаєте, чи все ж таки «Слуга народу» прийде до рішення, аби позбавити посади від Яременка? І чи зможуть проголосувати, аби показати, що це ж таки впливає і на депутатів, і це не дуже такий шлейф для самої провласної партії? Я читав про 3 варіанти. Здається, Арахамія, керівник фракції, говорив. Один з них – це те, що депутат Яременко позбавляється своєї посади голови комітету з міжнародних справ. Варіант такий, що це складення мандату ще є і виключення з фракції. Тому я думаю, що було б найбільш оптимальним для репутації партії «Слуга народу» в тому варіант, коли депутат Яременко подав у відставку. Але що вони вважають для себе оптимальним, це питання для мене відкритим, то що у них може бути доволі дивна логіка, своя якась. Да? Я думаю, що відставка це був би однозначно, вірніше, складення повноважень, це був би однозначний правильний варіант, тому що і так вже чимало ситуацій, коли між представниками партії «Слуга народу» і президентом, і представниками президентської команди поза Верховною Радою виникають якісь конфлікти з представниками ЗМІ або якісь непорозуміння. Тому я думаю, що в цій ситуації варіантів немає, крім як складення повноважень. Дуже дякуємо вам. Володимир Воля, політолог, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що приєдналися до ефіру. А я уже рада представить наших гостей из Крыма. Это адвокат Эмиль Курбединов и Рустем Камилев-Хошкилин. Селям алейкум. Будем говорить касательно политзаключенных, которые находятся за стенках России. И ось давление на политзаключенного Сервера Мустафаева, которому оккупанты пытаются подсунуть обвинения в причастности к террористической организации после этапирования Краснодара. Оказался в нечеловеческих условиях содержания. Об этом в эфире АТР сообщила крымско-татарский адвокат Лилия Гемиджи. Давайте послушаем ее. Он находится по документам в одной камере, в камере общего типа, а фактически он содержится в спецблоке, полуспецблоке. Это камера размером 4 на 4 квадратных метра. Ясно, что идет все это давление именно со стороны по указке силовых структур. И учитывая его активную деятельность уже и в следственном изоляторе, его правозащитную деятельность, помощь своим сокамерникам, помощь ребятам, которые там содержатся, то это именно направлено на его изоляцию и на прекращение его деятельности. Мы послушали Лилию Гемичи. Расскажите о состоянии здоровья политзаключенных. В каких условиях они находятся? Сколько крымских татар находятся в оккупированном Крыму, а сколько незаконно уже этапировали в Россию? Ну, я начну, наверное. Мы знаем, что более 60 крымских татар на сегодняшний день обвиняются по таким террористическим статьям. Уже 3 уголовных дела, где вынесены приговоры. Это порядка уже 15 человек, которые находятся на территории материковой России, в том числе отправлены отбывать наказание. Вот это Руслан Зитулаев, Бахчисарайская группа, которые тоже уже распределены по России, отбывать наказание. Сейчас вот Симферопольская группа, где братья Абдулаевы и другие, вот, уже приговор вынесен, ждем апелляцию, они тоже находятся. Нариман Мемедиминов находится в Ростове, Энвер Сейтусман. Вот эти люди сейчас находятся в Ростове, кто по другим частям России. И, конечно же, мы об этом всегда говорим и в судебных заседаниях, и сами ребята говорят о том, что Россия таким образом нарушает 4-ю Женевскую конвенцию, что их не имеют права вывозить с территории Крыма, тем более судить военными судами.
Вот. Условия ужасные, об этом, вот мы с коллегами часто об этом говорим. Я даже делал такой стрим определенный, когда узнал, в каких условиях перевозился Тофик Абдулгазиев, это вот один из последних политзаключенных. Он описал это условия просто ужасные, да, где они содержались. И коробы вот эти железные, я получил несколько ответов уже из прокуратуры, дальше будем по этому поводу работать. Но условия ужасные. Рустембей, определенный крымский татар находится в Ростове, да? Насколько украинский консул приезжает и поддерживает крымских татар? Есть такая тенденция? Насколько украинская сторона показывает свою беспокойность касательно своих граждан? Ну, по поводу того, что приезжает консул, да, есть это, скажем, приезды, например, консул, по последней информации, посещал буквально вот на днях в Ставропольском крае Бахчисарайскую первую группу, но он не попал к Апсеитову Зеври и к Рустему Абильтарову, который находится в колонии номер 1. Это в селе Кочубеевского Ставропольского края. Вот. Сославшись на то, что ему разрешение не дала Москва. Вот. А к Энверу Мамутову и к Ремзи Меметову у меня пока информации нет, попал ли консул или нет. Но ситуация такая, что насколько могут, настолько посещают. Но не допускают подзащитным и материалов дела, проводят следственные действия без адвокатов, нарушают право на конфиденциальное общение с адвокатами. А еще психологически давит на адвокатов. По словам адвоката Сергея Легостова, чаще всего в аннексированном Крыму оккупанты прибегают к практике принудительного назначения защитников, которые сливают интересы задержанных. Давайте послушаем его. Достаточно не допустить на несколько часов, когда подзащитного допросят с другим адвокатом, а тебя сделают вид, что или не вызвали, или ты не успел приехать. И в дальнейшем ваша работа уже будет практически выведена на смарку, поскольку протокол допроса подзащитного, подозреваемого или обвиняемого с тем адвокатом, ну, в кавычках назовем, да, по назначению, но который не выполнил своих обязанностей нормально, он будет являться доказательством вины против нашего же подзащитного. Касательно ваших подзащитных, допускает ли вас до документов, где вы можете изучить и предоставить в суде? Ну, то, о чем говорил Сергей, коллега наш, да, Легостов, это я по большей степени сталкивался это в начале, вот в 14, 15, 16 годах. Сейчас как бы это немного свелось на нет. Мне следователи ФСБ заявляли по 2 делам отводили. Это вот по Руслану Зитулаеву, это одни из первых дел. Когда было мало адвокатов, я заходил по нескольким подзащитным в одно дело. Вот, они отводы заявляли мне, отводили от других, я оставался у одного. Суд, конечно же, мою позицию не поддерживал. Мы до сих пор сталкиваемся с тем, что часть материалов копий нам не предоставляют. Это когда назначают экспертизы. Вот, нам дают ознакомиться. Однако, как мы считаем, нарушение закона, копий нам и этих не предоставлять. Нарушая право на защиту, мы должны получить эти копии. Мы, может, будем делать параллельные экспертизы и так далее. Да, вот это право. А почему оккупационные власти в Крыму не дают вам эти копии, эти документы? Чего они опасаются? Что там может быть такое, что может и против них, да, в дальнейшем? Здесь надо понимать, что в конце концов они нам их предоставляют, но уже в конце следствия. Когда следствие закончилось, они предоставляют все документы. Но во время следствия копии, они только ознакомливают нас, копии не предоставляют. Это препятствует нам во время следствия делать свои экспертизы, свои заключения, нанимать специалистов, передавать им эти материалы и так далее. Они ограничивают нас в возможностях вот на стадии следствия. Нам приходится потом все это поезд догонять уже во время суда и так далее. Рустембей, мы следим за ситуацией, которая происходит в Крыму, и за судами освещаем каждый день, но мы наблюдаем, что все суды проходят в закрытом режиме. С чем обосновывают это именно там, на местах, люди подконтрольны Кремлю?
Вот последняя информация у нас была, и нам сказали, что угроза исходит от не участников, а от слушателей, которые приходят на открытое судебное заседание. И судья конкретно сказал именно об этом. То есть они боятся того, что слушатели в зале что-то сделают такого необычного, хотя все процессы на протяжении с 2014 года мы наблюдали, что слушатели, находящиеся в зале, они никаких действий не предпринимали. А чем вы это связываете? Почему не разрешают? Почему в закрытом заседании проходит? Я думаю, что это связано с тем, что не придавать огласке те процессуальные нарушения, которые происходят в судебном заседании. Вот именно с этим это связано, и чтобы общественность не знала. Да, и правильно, это наверное, основа, но я думаю, что еще они пытаются таким образом оказывать давление на самих политзаключенных. Мы все знаем прекрасно, когда ты находишься в тюрьме, для тебя очень важно увидеть поддержку определенную, да, и когда полный зал людей и люди, которые находятся за решеткой, да, в этих казематах, они видят эту поддержку, это им поднимает дух, это не секрет. Это тоже, думаю, они учитывают, тоже пытаются таким образом оказывать определенное давление. Да, действительно, чтобы народ не видел, как проходят эти судебные заседания, и чтобы оказывать определенное давление на наших подзащитных. С одной стороны, да, идет поддержка. С другой стороны, все эти дела политические. И мы видим, что любая апелляция, она все-таки проигрывает апелляцию. Что вас, да, скажем, и политзаключенных подвергает тому, что продолжать все-таки эту борьбу? Мы говорим всегда, что главную очередь все эти юридические, так скажем, ступени, которые мы проходим, да, апелляцию и так далее, обжалуем, они направлены, конечно, в первую очередь на международные инстанции. Да. Мы понимаем, что все дела оканчиваются одинаково, что все уже предрешено и предопределено, это чисто политические преследования. А что касается самих подзащитных, то, конечно же, их подталкивает на борьбу, это то, в чем их обвиняют в терроризме, и, конечно же, наши соотечественники это признать не могут. Они никогда не признают этот ярлык и готовы за это бороться. Что бы там ни говорили, и какие бы, все понимают, 44-й год ярлык предателей, сегодня это ярлык террористов, и тем самым государство хочет на международном еще уровне показать, что они якобы борются с крымскими татарами, среди которых есть такие террористы, обвиняемые по террористическим статьям. С этим, конечно же, наши подзащитные, все политзаключенные смириться не могут, да, поэтому они продолжают свою борьбу таким образом. Вы сказали касательно международных площадок, да? Все эти дела отправляются в суд после того, и это заявление ЕСПЧ, да. Как это происходит? Это происходит так, когда мы проходим определенные этапы, которые должны пройти, как минимум это первая инстанция, приговоры и апелляция, потом дело формируется и передается в Европейский суд по правам человека, еще некоторые международные инстанции, я пока не буду об этом говорить, но главным образом это ЕСПЧ, это могут быть спецдокладчики ООН и так далее, делаются определенные отчеты и направляются тоже в международные инстанции, то есть в нескольких направлениях мы работаем. Вместе с нашими коллегами, которые здесь нам помогают и так далее. И поговорим немножко об обмене политзаключенных. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, на какой стадии подготовка обмена пленных. Це не період очікування, це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їх справ і одночасна можливість звільнення. Обмін – це фраза, яка використовується скоріше в медіа. Ми використовуємо іншу фразу – одночасне звільнення. Це більше схоже на те, над чим дійсно працюють обидві сторони. Мені б хотілося, щоб він відбувся максимально швидко. Ми взагалі не прив'язуємось до нормандського саміту. Василий, за вашу информацию, сколько крымско-татарских политзаключенных сейчас находится под арестом? Под арестом, коллега сказал, более 60 наших соотечественников сегодня находятся в застенках. И, конечно же, семьи политзаключенных, они ждут, может быть, этого обмена и смотрят на те действия, которые Украина сегодня как государство проводит в отношении этих ребят. И
они, когда приезжаешь к ним, они, конечно же, спрашивают и интересуются этим процессом, как проходит и на какой стадии это все находится. Вот. Однако мы, конечно, понимаем, что процесс обмена, он фактически не решит проблему того, что завтра могут в Крыму также взять еще 50, 60, 100 человек, обвинить в терроризме, обвесить ярлыками и посадить в застенки, и потом спекулировать на том, что есть обмен или нету обмена. Вот. Поэтому эту проблему нужно решать изнутри, и это глобальная проблема, вот, в связи с тем, что есть в России определенный закон, который включил организацию Хизб ут-Тахрир в террористическую организацию. Сегодня правозащитники заявляют о том, что эта организация не террористическая, никаких терактов по миру за ней не замечено, и подготовки к терактам не замечено. Поэтому вот это, на наш взгляд, глобальная проблема. И вот способствование решению, это вот важно. Когда был первый обмен, и выступал президент Зеленский, и говорил, что в следующем этапе будут количество крымских татар больше. В первом это был только один крымский татарин, Демагат Бекиров. Да. Мы знаем, что Путин очень к крымским татарам относится очень, в кавычках, бережно, да, и не такой щедрый для того, чтобы обменивать. Как вы считаете, в этом обмене, который анонсировал министр иностранных дел, будет больше количество крымских татар? Ну, прогнозировать, лично мне очень тяжело прогнозировать, но я думаю, что какое-то количество все равно будет включено. Вот. Речь идет о том, что, конечно же, из 60 человек приговоры, вступившие в силу, есть только по 10 крымским татарам, да, на данный момент. Остальные все процессы, уголовные дела, они идут, проходят, то есть здесь юридически очень сложно, да, вот в этот процесс включить их, насколько мне понимается, да. Вот. Пока вот где-то около 10 человек, в отношении которых приговоры вступили в законную силу. Вот. Может быть, я исходил из этой цифры. Вот. Так сложно. Да? Я бы хотел подчеркнуть такой аспект немаловажный. Мы в своих апелляционных жалобах и возражениях на ходатайство следователя о возбуждении уголовного дела и о преследовании уголовном говорим о 4-й Женевской конвенции, подписантом которых является как Украина, так и Россия. И в данном случае в отношении крымских татар, мы всегда это заявляем, должна применяться именно 4-я нормы 4-й Женевской конвенции, нормы международного гуманитарного права. Вот. И то, что их перемещают на материк российский, мы говорим о том, чтобы их не перемещали, и что это незаконно, что военные суды не имеют права их судить. И это немаловажный аспект. И в этом направлении нужна определенная работа, целенаправленная для того, чтобы достичь этой цели. И у нас осталась 1 минута, и хотелось бы у вас спросить. Вот вы сами сказали, что если Путин захочет, количество политзаключенных увеличится с каждым днем. Да? Мы знаем, в марте 27 человек были, в отношении 27 их были обыски и потом аресты. Что делать, когда вот на границе между оккупированной территорией и материковой частью Украины задерживают крымских татар? Это бывает часто. И буквально несколько дней тому назад правозащитника задержали. Как быть людям, вот ваш совет, что они должны делать? Я думаю, что 2 пункта надо соблюдать. Это, во-первых, придавать это гласности, во-вторых, обжаловать такие действия, нанимать там юриста, консультироваться. Вот, как минимум, обычные граждане должны это делать, запомнить, там их жетоны у каждого есть, хотя бы номера, потому что они никогда не представляются. Вот мы с Эдемом уже, не знаю, около 5 лет, наверное, постоянно нас останавливают, отводят в сторону. Это вот процедура, мы к этой уже привыкли, можно сказать. Вот, а простые граждане, они, конечно же, должны придавать гласности и обжаловать. Если таких жалоб будет не 1, не 2, а 10-15, а я уверен, это очень много человек вообще безосновательно подпадает вот под эту проверку, то, я думаю, это будет определенный эффект хотя бы вот, от такой гласности и жалоб таких, да, как минимум. Çok sağ olun. Рустем Курбетдинов, адвокат, и Эмиль Курбетдинов, адвокат, и Рустем Камилев, адвокат, были с нами в эфире из Крыма. Çok sağ olun, geldiğiniz için. Через 5 минут эфир продолжит Заман с Шевкетом Наматулаевым, а мы с вами встретимся через 20 минут. Будьте с нами.
Зміни на позиціях. Що зараз відбувається в зоні ООС? Хто контролює процес відведення?